Наступила пора главного якутского праздника Исэх. Издревле в день возрождения природы и поклонения божествам якуты облачались в лучшие наряды и посещали празднества. О нарядах, атрибутах Исэха поговорим сегодня с этнографом Александрой Прокопьевой. Александра Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня существуют десятки стилизаций старинных нарядов. Давайте детально разберем современные интерпретации. Начнем, пожалуй, с главного наряда, который дожидается своего часа в гардеробе любой модницы, женщины – халадай. Какие фасоны халадая являются исторически правильными, какие из них являются современной интерпретацией? Платье халадай, оно сейчас является таким неотъемлемой частью якутского костюма и обязательным элементом в гардеробе якутской женщины, наверное. Вот, халадай, они стали довольно-таки быстро распространяться с начала XIX века по Якутии. Да? Мы знаем, что это платье больше такого русского фасона, которое было распространено вообще среди народов Сибири. Но у нас, в нашей якутской культуре, оно было все равно обработано под якутскую культуру, под свое видение, поэтому, мне кажется, он приобрело все равно такую довольно-таки уникальную форму и действительно является частью традиционного костюма образца XIX века. Первые халадая, они были прямыми и имели оборку здесь у воротника, и не было вот этой отрезной кокетки, не было очень широких рукавов, не было оборки внизу, потому что все опиралось в стоимость материала, и материал вообще был довольно-таки редкой, не очень распространенной вещью здесь в начале XIX века, во всяком случае, да, и поэтому ткани экономили как могли, берегли ее, и поэтому на платье не могли потратить очень большое количество ткани. Постепенно фасон начинает меняться, появляются халадаи вот с отрезной кокеткой наверху, но это уже вторая половина XIX века. Рукава становятся чуть шире, и платье становится чуть шире, но тем не менее это касается именно такой зажиточной прослойки, которые могли себе позволить большое количество ткани потратить на платье. Да? И, конечно, объемом платья старались показать свой экономический достаток, свое положение, да? Что вот я могу потратить большое количество шелковой ткани, например, да, на платье. Вот. И очень красивые образцы платьев хранятся в музеях нашей республики, я думаю, мастерицы об этом знают. И очень такие уникальные образцы бывают. Иногда, если посмотреть вот платье изнутри, видно, что даже очень маленький фрагмент ткани, там, сантиметр на сантиметр даже, да, очень искусно вплели, вшили в основную ткань для того, чтобы расширить и использовать вот максимальное количество ткани полезно. Это сейчас мы можем купить сколько угодно метров ткани и потратить, не потратить, а там относились очень бережно, и это очень видно. Вот по поводу цветовой расцветки, да, существовало богатое разнообразие, и оно, конечно, зависело от положения семьи тоже, потому что на простых тканях, как правило, какие-то сложные, глубокие цвета, они не наносятся, да, потому что это требует технологий и так далее, и, соответственно, цена такой ткани выше. И поэтому хлопковая ткань, как правило, она более таких простых цветов, не таких вот ярких и глубоких, а вот шелковые ткани, дорогие ткани, конечно, они более насыщенные. Были платья как из однотонной ткани, они были более нарядными, наверное, да, и были платья и, конечно, с рисунком, с навивным рисунком, с жаккардовым рисунком, тоже зависело от вкуса и предпочтений, и на самом деле в музеях довольно-таки разнообразное. Был очень интересный костюм, где платье было прямо такого вот лаймового, желтого, очень яркого цвета, оно до сих пор сохранилось очень ярко, и у него такой вот очень красивый фиолетовый жилет. И вместе сочетается очень смело. Но при этом это костюм XIX века. То есть не обязательно старинный, это значит быть темный, какой-то очень такой сдержанный. Бывали очень яркие. Зависело от смелости женщины. Сегодня возникает очень много споров по поводу цвета платья. Каким должен быть правильный цвет? Вот говорят, я слышала не раз, что черный цвет не носили в старину. Ну, темные платья были. Все равно были. Это зависело от предпочтений и от того, какую ткань человек может себе позволить, наверное, купить. Да? Вот. Но не было такого, что вот обязательно вот этот человек должен носить только такой цвет или такой. Да? В основном это зависело от вкуса. В принципе, как и сейчас.
Какая должна быть правильная длина холодая? Вот сейчас, да, в современной интерпретации очень много холодаев представлено, короткие даже. Ага. Ну, холодай, он коротким не должен быть, потому что традиционная культура, традиционное общество, оно к женщине относится другим образом, да, оно стремится сохранить, сберечь эту женщину, и поэтому холодай, он должен был закрывать не только от чужих глаз, сколько от злых духов, от какого-то дурного слова, и ну, от таких вот магическую какую-то функцию тоже несло, да, поэтому платья, они были обязательно с длинными рукавами, закрытым горлом и длинные до щиколоток хотя бы были обязательно. Угу. Я слышала, что в старину холодай не носили без жилетки кегетчик. Правда ли это? Ведь сегодня многие ограничиваются одним платьем. Это тоже зависело от положения женщины. Как правило, женщина из приличной семьи, из хорошей семьи, она обязательно должна была появиться при людях только в жилетке, потому что ходить в одном холодае считалось не очень приличным. И в таком виде можно было выйти только к домашним или когда занимается хозяйством, но никак не на праздник, никак к гостям. Обязательно должна была быть женщина прикрыта сверху жилетом. И вот на старинных фотографиях, если внимательно посмотреть, да, там в одних холодаях запечатлены только бабушки или девочки совсем маленькие. И даже вот девочки-подростки, вот старше 10 лет, они в жилетках обязательно. Угу.